Я вас сегодня познакомлю с многослойной техникой. То есть это техника, которая предполагает в себе использование полупрозрачных пластик. В итоге у нас должны получиться вот такого подобного вида изделия, вот с таким рисунком. Это идет наложение колбас в многослойной технике. Эти колбасы просвечивают друг друга, поэтому получается вот такой красивый эффект. Для работы нам понадобится пластика разных цветов, рабочая поверхность, ножи для резки колбас, лезвие очень острое, каттеры для выдавливания формочек пластики, вот такой вот ролик и паста-машина. Перед началом работы необходимо помыть руки, так как на пластику очень сильно налипает грязь. Мы их протрем салфетками. Для составления рисунка нам понадобятся вот такие колбасы. Сегодня мы составим листик, вот такую колбасу. Для составления вот этой колбасы мы берем пластику желтого цвета, зеленого цвета и белого цвета. Начинаем разминать с желтенького. Очень тщательно разминаем для того, чтобы пластика стала мягкой и эластичной. Сейчас нашу лепешечку мы должны прокатать в пастомашине. Вообще эта машина создана для различных техник. То есть для такой техники, как плавный переход цвета, вот как в этой колбасе, вот здесь посередине желтый, а по краям зеленый. Здесь нету резкого перехода цвета, идет плавный переход цвета. Поэтому эта пастомашина нам очень в этом поможет. Даша, ну а для того, чтобы вы не скучали, для вас у меня тоже есть пастомашина. Мы ее сейчас установим. Берем нашу пластику и начинаем прокатывать в пастомашине. Затем пополам опять складываем, где у нас находится сгиб. Опять ее просовываем между роликами. И таким образом мы делаем несколько раз, пока не уйдут все пузыри и она не станет ровная. У меня на кусочек сыра похоже. То же самое мы проделываем с зеленым и с белым цветом. Берем нашу желтенькую пластику и вырезаем прямоугольничек. Желтый накладываем на зеленый, вот таким образом, сильно не прижимая, и края зеленого обрезаем по желтому. Теперь мы наш прямоугольник делим по диагонали, от угла к углу. Треугольники разъединяем вот таким вот образом. Очень аккуратненько, они могут подлипнуть к соседнему треугольнику. Теперь соединяем обратно, вот в таком порядке. Это делаем мы для того, чтобы сделать плавный переход цвета от одного к другому. Иначе еще называют градиент. Теперь мы это прокатываем в пастомашине. Затем мы это складываем пополам и точно так же сгибом вниз прокатываем в пастомашине, пока не получим плавный переход цвета от зеленого к желтому.
сейчас скручиваем спиральку. Края обрезаем нашей колбаской. Колбаску режем на 3 части. Затем берем нашу первую часть, только не забудьте, откуда взяли, и ложим вот таким образом на белую пластику. Обрезаем вокруг. То же самое мы проделаем с другой частью. Теперь нашу колбасу мы должны порезать по диагонали. Одну половинку кладем на белую пластику и вокруг обрезаем. Так же, как мы делали с предыдущими частями. Соединяем в форме листочка. Теперь мы нашу колбаску ужимаем. Теперь мы нашей колбаске придадим форму листочка по всей длине. Для того, чтобы получить красивый рисунок, нам нужно составить несколько колбас. Помимо листочка можно сделать еще цветочек, спиральку, киви можно сделать. И вот такие полосочки. Сейчас Евгения нам расскажет, как правильно резать колбасу. Прицеливаемся взглядом к краю колбасы и лезвием начинаем резать очень тонко. Буквально, чтобы лезвие просвечивалось сквозь рисунок. И таким образом мы должны закрыть весь белый фон. Слой, который мы наложили на наш фон, прокатываем роликом. И на первый слой накладываем второй слой рисунка. Опять прокатываем нашим роликом. Теперь мы можем вырезать из нашего полотна любую заготовку. При этом мы можем использовать катеры, либо рифленые ножи. Вот в таком виде мы запекаем это все в духовке 110 градусов 30 минут. Температуру нельзя превышать, так как пластика может сгореть, а занижать, потому как пластика может не допечься и стать ломкой. Даша, прошло 30 минут, теперь наши заготовки готовы, и мы их можем вытаскивать. Так как мы использовали полупрозрачную пластику, говорят, что она свой хороший эффект больше приобретает в холодной воде. Теперь изделия можно покрыть лаком и сделать из них серьги, кулончики, колечки при помощи дополнительной фурнитуры. То есть все, что я захочу. Да.